Глава Северной Осетии к беженцам приехал не с пустыми руками. В горные санатории Томиск и Урздон привез бытовую технику. Пообщаться с вынужденными переселенцами прибыли и руководители профильных министерств и ведомств республики. Таймураз Мамсуров сказал, что у Северной Осетии есть опыт в работе с беженцами, и правительство сделает все возможное для их комфортного пребывания на Кавказе. У Северной Осетии самый большой опыт, к сожалению, самый большой опыт приема беженцев, приема тех людей, которые в силу разных, а чаще трагических обстоятельств вынуждены были покинуть свои родные места. Таймураз Мамсуров выслушал каждого. Людей беспокоит один вопрос – сколько времени они здесь пробудут. Беженцы переживают о том, как определить детей в садики и школы. Но министр образования и науки Северной Осетии Алан Угоев успокоил родителей. В ближайшие дни на базе санаториев организуют группы для дошкольного образования. У нас детишки есть и дошкольного возраста, порядка их 16 человек. С ними мы совместно с администрацией Алагирского района выделим воспитателей. Либо в момент решения статуса вашего, кто-то из вас, может быть, имеет образование педагогическое, имеет возможность взять на себя эту нагрузку. И мы организуем здесь, на территории этого санатория, группу по, соответственно, дошкольному обучению. Сейчас самое главное для жителей Украины – определиться со статусом. Можно стать беженцем или вынужденным переселенцем. Это даст право каждому не только находиться в России, но и работать. Правда, получать пенсию и другие льготы они смогут, только если примут гражданство нашей страны. При этом от гражданства Украины нужно отказаться навсегда. По нашим данным, по данным Управления Федеральной миграционной службы, в республике находится порядка 360 человек. Это те, кто попал в поле нашего зрения. Есть еще группа граждан, которая приехала своим ходом, неорганизованно. Мы будем определяться с ними тоже, встречаться, анкетировать. В зависимости от конкретных обстоятельств будем определяться по дальнейшей судьбе этих людей. Часть из них обращается с ходатайством о предоставлении им статуса беженца, часть обращается с заявлением о предоставлении временного убежища в Российской Федерации. В ходе беседы с главой Северной Осетии выяснилось, что большинство вынужденных переселенцев хотят получить российское гражданство. Безопасность и стабильность в стране – самое важное для беженцев с Украины. Вы уже определились, какой статус вы себе возьмете? На данный момент это временное убежище, но в дальнейшем уже будем претендовать на гражданство России. А почему вы хотите остаться в России? Страна близко, во-первых, духовно, во-вторых, этнически близко. В-третьих, просто нравится, как сами люди, нравится страна, здесь есть перспектива. На базе санаториев работают мобильные центры службы занятости населения. Здесь вынужденные переселенцы могут пройти тестирование на определение профессиональных навыков. Есть такие, у кого нет высшего образования. В этом случае служба занятости помогает с выбором профессии. Вопрос получения жилья самый сложный. Главы районов должны предоставить информацию о том, сколько семей они готовы обеспечить кровом и работой. Задача сегодняшней встречи была уточнить ситуацию после того, как мы по первичным документам изучили, с кем мы имеем дело, что это за контингент, какие у них собственные пожелания. Какой-то период прошел, с ними работают все службы республиканские и федеральные на территории республики, которые должны по этой теме работать. Мы со своей стороны понимаем, что вопросы жилья – это первый вопрос, вокруг которого можно обрастать проблемами работы, детских садов, школ, лечения и так далее. И все главы районов, получив эти данные, сегодня готовят предложения для них. Эти предложения как раз будут выглядеть как варианты. То есть без вариантов мы никого не оставим. Уже на сегодня у нас есть варианты, которые подготовили главы районов. Но здесь проблема в том, что в одном районе предлагают работу, в другом районе жилье. Пока это не сведено. Поэтому мы за это время просто сведем эти две проблемы. Гарантия получить жилье и работу у нас есть. И мы все это решим. Мы не можем разрывать семьи. Они здесь, там они были соседями. Здесь они желают тоже, если быть, то вместе. Вот эти тонкости тоже надо учитывать. Нельзя ставить людей перед ситуацией, что неординарные, так уж случилось, поэтому
вот мы вот так вот решаем, не нравится, значит, спасибо. Так мы не будем поступать. В Северной Осетии около 300 вынужденных переселенцев. На их содержание выделены средства из личного фонда главы Таймураза Мансурова. Гуманитарную помощь также продолжают доставлять в санатории, где живут граждане Украины. В то же время люди не хотят быть иждивенцами и готовы работать. Среди них есть электрики, сварщики, учителя и повары. Несмотря на то, что Россия готова приютить всех беженцев без исключения, говорить об их дальнейшей судьбе пока рано. Вынужденные переселенцы с юго-востока Украины все же надеются, что наступит мир и люди смогут вернуться на родину. Елена Черенкова, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ.